наши приключения в городе Стамбул начинаются. Ребята, даже самолетом начинается. А вдруг вообще отменят самолет? Да. Алмахтан. Альберта мы не берем, потому что нам надоел Альберт, постоянно мы с ними так ездим. Ты как-нибудь без нас? Жалко, конечно, Альберта, но ладно. А еще знаем поездку. Азалия летит. Ты будешь это переводчик по-английски, если что, ладно? Ты же хорошо знаешь английский, Азалия. Поняла? Да. Да, ты не знаешь английский, поэтому ты нам не нужен. Поэтому мне с тобой берешь. Поцеловаться? Рюкзагом поехал. А рюкзаком кайда? Ну без папы впервые летим. Пока. Только вдвоем, прикинь. Вот же Эй, ну-ка, хәбәйтеп кусакташыгыз. Альберт. Ашты әрәм итмә. Ристаша. Әрәм итмә. Ит холодильникта. О, все, доктор. Что-то мне страшно, конечно, лететь без Альберта. Очень страшно, потому что я привыкла, что всегда с Альбертом. Тут, короче, Азамат с Наилем приехали. Вот, это наша команда. Они привезли костюмчики и подарки для девочек. Мы до сих пор еще никого не видели из девочек. Представляете вы? Никого нету, все опаздывают. И вообще регистрация нифига не началась. Хотя Альберт говорил, все, регистрация пошла, давайте быстрее. Да, он бы калдырла, прям как в том бане. Он говорит, бесплатно, 15 минут. Вот это мужчина, вот я ему завидую, а? Я так не умею. Мне так ответить не могу, Джуния, и уехать. Альберт нашел, а еще бы так, это Альберт яратан была. Нифига, знаете, он какой. Мужик Альберта уважаю вообще. Нифига не подкаблучник. Еще хозяйка была, что он подкаблучник. Да нифига подобного, это мим, блин, подкаблучник. Ну вот, короче, достав, смотрите. Египтар, почему приехали в Атырга? Алар, потому что без меня не могут. Алар мына и лап тұрып алар. Илюша, бай, Хасан Кайтағы, мы без вас не можем. Приехал провожать, получается. Да, олар супругаға кемәлі мына. Мына Наилдің супругаға Алия летит с нами. Она в Стамбуле, как этот, рыба в воде. А ты постоянно Стамбулда тусить-то. Вот егиттер әкелділер подарки, смотрите. Да, костюм БД, велюровые костюмчики мы приготовили для участников нашего тура. Этот тур, между прочим, я делаю впервые. Впервые. Как красиво открывается. И наша продукция. Вот, детокс-программа. Это же я вообще не видела еще. Это эксклюзив. Эксклюзив? Нифига Это вы не себе. видели программа? Очистка? Конкретно Из 3 этапов, видите, очищение кишечника, антипаразитарная и поддержка микрофлоры. Это, блин, точно Стамбулға алыр керек, чтобы, потому что анда как бархан, блин, из каталай баштайды. Короче, одного человека не дождались, по ходу дела опаздывает, может быть, вообще даже не придет, кто его знает. Мына қыздар, которые летят суф идут, Әлия, Наилдің кәләші, шунан хоң, Эльза, апай тебе дейді, неме тебе дейді? Эльза ма? Эльза, одна көпке қасымы. Айет, анаша обязательно. Милауша и Лиана. Эльза, это изумрудный. 56-й, айе, велюровый костюмчик был бірден бөлек. Так что я и багаж взяла, чтобы костюм анда киіп А, жүргелі. а то алып Ты будешь, да? Давай. А то егиттер кире кетмей. Мы знаете, почему хотели подарки подарить, и чтобы егиттер келділер, чтобы обратно увезли. Потому что қыздардың багаждары бәлеке. Нәту. Егиттер киіп қарағызда. Можете бұнда киіп қарағыз? Рахмет. А қайда Эльзаның не? Подарок еще брал. Пожалуйста. А бұны, наверное, не будете брать. Это потом по приезду отдадим. Да, вот такой, это, короче. О, егиттер, бұл как раз Эльза Хелдингесен. Мына қарағыз, детокс-программа. Детокс-программа. Короче, өпкелемедің очищающий, ябықтыра тұрған, мына даже ксенол бар. Вообще После отдыха самый такой. После отдыха. Бұны, наверное, с собой алып жүрмек береді. Поэтому по приезду егиттер опять нас встретят и подарят тоже это. Вот, каждой участнице нашего тура вот такие вот подарки. Участницы нашего тура в Стамбул Лиане подарок. Велюровый розовый костюмчик. Лиана, уйди хайлана. Ну ей надо подарок. У нее целый палет этого детокса, блин. На склад придет, может, Что, тебе сколько надо есть. детокс? Нет. Тебе куда И это? тоже взяли. Да, я тоже на этом красиво. А костюм тебе нету, Алия. Или костюм надо было. А что, вы взяли? Костюм тоже есть. Может, возьмешь? Будешь брать? Ладно. Возьму. А что всем дарят, а мне нет? Ой, вот действительно. А где Олега костюм? Иди выбирай быстренько. Там черный возьми, вот этот прикольный. Вот это тебе.
Жақын барып улететіп. Давайте. Рахмет, Буляктарга кирап қайтып келеді. Давай, Все, пока. что ли? А что? Мы дальше сами без вас, вы нам не нужны. Давайте, забирайте свои подарки и все, уходите. Давайте, пока. В смысле, давай подарок, все, мы отсели, давай сюда. Это продукты. Для кадра было. Это вообще было для кадра. Что, казал, кеттік мы? Все, давай, Алия. Ну все, хватит увышерганда. Увышеріп қосақталып тұралар. Не говори, давай, все, пока. Давайте, Минашапай. Берегите себя, Минашапай. Кен Хауиргат, пожалуйста. Ну вот, егіттер, хавулығып. Все, қыздар, свобода. Мы без мужиков. У нас девичник, между прочим. Азалия, где бизнес-зал? Нам Альберт подарил всем девчонкам проход в бизнес-зал. Так, кто у нас нету? Тігілер хаман расстаться не будет. Тігі екі голубок, қарай. Ой, Алла. Бұл менің апам жіберді сіңе күштенешке. Менеке бәрі бар. Екі уақы. Әркімдерді бизнес-залда құрап тұрайдар. Давай, Эльза, папирок ашып қарады. Нешеу көрем, көрдің ме? Қоқап келген Эльза. Азалия, попробуешь, ладно? Очень вкусно. Она же Арифлейм занимается, а мне какая-то картинка попалась. Там все мужики сад стоят. А я такая, Арифлейм, вам не нужен? Есть же картинки? Я отправила, она меня заблокировала. Я за это любовь страдаю. А я не думала, что она читает и смотрит. Новость дня, Тутар. Мы тут узнали, представляете, вот тут у нас по соседству сидит за столиком одна девушка и ждет Альбину Хафизову. А тут сидит главный хейтер Альбины Хафизовой. Помаши камерой рукой, Эльза. Я тут сходила в туалет, прихожу, значит, главный хейтер Альбины Хафизовой встретился с Альбиной Хафизовой. Вот, смотрите, это вот Альбина Хафизова, знаменитый бизнес-бися Республики Башкортостан. Кстати, самый первый блогер еще Республики Башкортостан. Представляете, мы рядом с нашим столом. Это вообще такая случайность, очень интересная получилась. И что самое интересное, главное, ее хейтер с нами летит. Это вообще интересно. И они уже подружились. Вот. Альбина Хафизова пригласила своего главного хейтера за свой стол. Они сейчас будут выяснять отношения. Что они там делают, интересно? Это очень интересно. Сейчас вот дело, Альбина Хафизова тоже какой-то тур организовала и куда-то летит. Куда, не знаем. Сейчас и выясним. Сейчас, Духтар, все выясним. Я Альбина. Апай, Альбина, типа, а язык не поворачивается. Альбина, типа, мне 45. Нет, 34. Да? Альбина. Вообще салага, оказывается. Чекап-тур едем, кишки проверять. Вот Сердце видите, доктор, а проверять. еще Альбина Хафизова говорит, А ты? меня утудуртешь, а у она уже чекап-тур варыштебата, оздоровительный. Финикуляр елайлар, потому что они едут психологом заниматься, а мои кишки проверять. Кишки проверять. Не, на самом деле мы на Не, я чекап тоже едем. хочу. А что такое чекап? Полное обследование организма. Это в Стамбуле. Нет, чуть-чуть подальше, там есть клиника большая. Ага. А давай не будем это на видео А, показывать. ладно, все, ладно. Клиника для проверки организма от кончиков волос до мизинчика пальцев на ногах. Вот какая случайность интересная. Прикиньте, вот соседние столики. Представляете мы? Соседние столики. Еще Альбина Хафизованың подружка біздің қақыны аша бітті. Представляете мы? Это правда? Не, сдавай тебе яблоко. Видите, у меня целый пакет еды, друзья, между прочим. Даже всем не хватит, конечно, тут. Мужчина вот так и быть. Нет, в вкусе я помыла. Дома я мыла его, кушайте. Блин, меня сейчас отругают. Ты будешь? Смотри, таштаха. Она мужик, наверное. Все, больше ничего не дам. Хау болғыр, бай болғыр. Так, кто будет шаурму? Шаурма жирно. Шаурму будете? Шаурму будете? А? Шаурму. Ты сюда покушать пришла, что ли? Я не пойму, она бесконечно, не останавливаясь, не съешь. Все хотят, наверное, на камеру сниматься. Все спокойно ходили, гуляли по самолету. Как я только устала, меня отовсюду гнать начали. Где шаурма? Какая шаурма? Офигеть, представляете, он был, короче, Альбина Хафизованың подружка, которая біздің қақыны ашап бітті, еще шаурма қарап отырасы, представляете ма? Обалдеть, блин. Туймас бір неме айтам, бір резекция тұрғанда қарашы. Короче, прикинь, Альбина Хафизова подружка менен шаурма қарап отыра. Ладно, так уж и быть. Сейчас дам. Дать, не дать, Микер. Ладно. Все знают, что у нас есть целый пакет еды, придется дать им поделиться. А то скажут, что я жадная.
Смотрите только на это. Сейчас, знаете, что тут есть? Вы знаете, что люди как путешествуют со своей едой? Если не кушать, отдайте. Видите, как, вот видите, какая доброта. Доширак? Никакой доширак. А, ворованный из бизнес-зала? Нет, вы что, это из дома? Вы что, с ума сошли, что ли? Люди в Стамбул едут со своими пирогами. Куда? Киш, с брокколи и сыром. Надо? Какая ты добрая, Милюша. Без тебя Спасибо, добрая, надо или нет? Переходите, пожалуйста, на мой аккаунт. Давай, Я буду один. давай. Мы вдвоем с Альбинкой. У тебя у самой целый тур. Оставь девчонку. А да, твои что? Давай на двоих. Нет, мы на двоих один. возьмите, у нас еще шаурма Африка. Это стали принамрона. Виза калипан бітіп қақын ақша приехал. Аяғына беріп бітіп қақын ақша текел. Ну ладно, давай. Она это торгует чурчхэлла. На борту. Магазин на борту. Нас высадят скоро. Она здесь всегда выходит. Пусть выходит. Стюардесса меня уже третий раз замечание делает. Но ты перестань торговать семечками. Спасибо, дорогая. Дальше он сейчас умеет. Дай-ка мне. Я тебе что, бесплатный оператор, что ли? Потише сказали. Потише сказали. Я не могу. Высадите ее. Как она худая, она постоянно жует. У нее там целый мешок, там она вытаскивает, или У нас шаурма. Надо, нет? Одну на двоих можете взять. Юг, спасибо. 500 рублей. Долларов ты филя, дурак, ты же там. Давай валюты уже. Сейчас опять идет, она сейчас тебя Скажет, Надя, возьмите быстренько. бортпроводник. Это темный канина надо. Это не я делала, это... Ладно, пока. В самолете меня обвинили в алкашестве. Представляете, что я нажралась. Стюардесса, короче, подошла ко мне, да, и начала высказываться, прямо смотря на меня, глядя на меня, же начала говорить. Говорит, типа, вот на вас жалуются, что вы здесь сидите, распиваете спиртные напитки. Представляете? Вот так прямо и говорит. Я вообще обалдела. Специально я же к ней подошла и начала вот так. Я говорю, а почему вы решили, что я распиваю спиртные напитки? Что я выпила? Нет, я в общем, говорю, типа, она вот в этом крыле, типа, вот в этом месте, типа, распивает спиртные напитки. Почему? С чего она взяла? Знаете, с чего? Потому что я вот с этим пакетом шаурмой ходила туда-сюда по всему самолету, пыталась сплавить эту шаурму, которую Эльза купила. Вот, короче, я пыталась ее сплавить. И громко орала, кому шаурма, кому шаурма. И в итоге меня обозвали алкашкой. Ну, чуть ли не обозвали. Вот так, представляете? Ну да, получается так. Это же так получается, девчонки. Высадили над Дагестаном. Вот именно. Чуть парашют беріп көтеме тиіп сығармалар. Представляете ма? А что ты не вышла-то? Из-за того, что я пыталась угостить людей шаурмой. Ну, турк. Курдиш? Самый красивый курдиш попался нам. Вот. Қыздарда все, трансферді таптық, достар. Все сели? Все на месте? Кім анда ятып алған ол уже? Кім ол мен? Кім ол? Зульфия ма? Ага, все на месте. Эльза самый главный на месте, достар. Біздің Эльза юғала тұрған не ғадаты бар. Go, shawty, it's your birthday. We gon' party like you show to tell you I'm local. Do you plan to put the back game in the trunk? My heart full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. My girl fuck with it, they buy, and they ready to go up, yeah, club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club. Итак, дорогие друзья, мы заселились в отель. Все девчонки на одном этаже поселились. Вот наш номер 309. Сейчас я вам сделаю обзор на наш номер. Вот у нас получается с левой стороны вот такая вот ванная комната. Есть фен, все мыльные, рыльные принадлежности. Душевая кабина, тоже с мыльным, рыльным, короче говоря. И знаете что? Для отеля «Четверка», это 4 звезды, который находится на центральной площади и где в шаговой доступности все достопримечательности, почти все достопримечательности Стамбула, очень даже хороший.
очень даже ничего. Сейчас вот как раз увидите все своими глазами. Это номер для двоих. Вот тут здесь холодильник, здесь вода стояла, мы уже воду забрали, здесь шкафчики и вот такой вот номер с телевизором. Кровати, здесь шкафчик тоже для одежды. Сейчас я вам даже открою, покажу, какой шкафчик. Кстати, есть сейф, есть вот такое вот зеркало, можно присмотреться к себе, полюбоваться. Ой, это мой любимый цвет. Между прочим, вот этот оранжевый или как там кирпичный. Мне нравится. В таких тонах вот оформили номер. На полу, как там, ковер или что там, палас. И сейчас самое главное, я вам покажу здесь шикардосный вид. Ай, блин, что-то этот. Ну вот, короче, вот. Утюг нету, мы банда уже общаемся. Она, доброе утро. Давай, вставай. Еще время 8:30 уже. Сейчас идем сюда. Что? Был, короче, утро, представляете, мы королева, гамак, бөрөве, бір бүлмеле яшеп ятап. Мы, когда с Айгулькой вот этот тур организовывали, и Иржипташ өттік. Это я, короче, как всегда, наехала. У Иришем Улташа. Ай-яй-яй. Он обижается, все там происходит. Все мининяк ваши, представляете? Не, я знаю, но я извинилась. Я говорю, прости, я сильно уставшая была, прям, бір күн мен там, телефонымды мен там, шында үндіріп қойыр керек болған насчет. Давай, что, собралась? А почему тебе, ну-ка скажи, почему, что за привилегия, почему ты одна живешь? А? На правах Келен. Я знаю, что ты меня так сильно любишь. Вроде шведский стол, да. Короче, вот. Смузи можно делать, горячее молоко, кофе, чай. Есть кофемашина, есть чаи, есть вода, соки, кстати, есть. А потом еще тут всякие вот сосиски есть, картошка есть, блинчики, яйца, пирог какой-то, овощи, вареные яйца, супчик горячий есть, лимон есть. И посмотрите, сколько всяких сладостей. И даже колбасные изделия. Во, видали? Офигеть, богатые. Мне очень нравится. На 4 звезды Дустар отеля такой завтрак. Ой-ой-ой. Варенье, шоколадная паста, джемы, масло, сыры. Офигеть, круто. Даже йогурт есть, сметана микер. Смотрите, даже морковка есть. Просто обычная морковка. И фрукты, нифига себе, фрукты, овощи есть. Мандарины, огурчики есть. Яблоки, помидорчики есть. И также зелень. Офигеть! А то это не все, прикиньте. Какой-то салат, яйца, вареная свекла, еще что-то, халва, прикиньте. И вот такие вот разнообразия сыров. Алия уже там чили, с утра. Вот ты молодец. Ты что, учеников ведешь, что ли? В наше время 11 же. А, Шла с утра, пока мы не начали нашу прогулку. Хочу поработать, посидеть за компьютером. Что ты Пораньше пришла, да, в что 10 ты минут закрываешь? здесь. Что там у тебя за переписка со своими учениками, блин? Какие наставления даешь? Чтобы учились. Вот курдыма. Между прочим, вот, профессия менеджер маркетплейса. Сомневаться и так далее. Накайвать в Стамбуле, отдыхая и параллельно работает. Это же вообще круто, бляха-муха. Это не профессия, а мечта просто какая-то. Так что вступайте в наши ряды, в нашу онлайн-лицензированную школу. И снова турецкий хлеб. Будем сейчас толстеть. Приятного аппетита, Казар. Давай, кувыряк ашагат. Плотный ашагат, да? Можете что-то набрать даже с собой. Че, как спали-то, девчонки? Эльза, ты что, особенная, что ли? Не надо. Мына бында өтер, ана бында. Ояқ бында, ана айтып отырғыз. Бұл королева, бірді ұйқылай. Икіні немеге әлі кроватын соединеткен. Біз тарғына кроваттарда жоқтаны. Наш отель находится прямо рядом вот с площадью. Вот это вот вообще на самом деле большая площадь, где вот находится мечеть Баязита. Бұл қыздар, короче, базар көріп қалдылар да, бүтін дүнияларын ұмыттылар да, мәсіт те керекмей. Давай сначала говорит, базарға иніп сығайық. Вот, достар, начинается большой базар. Как называется этот большой базар? Алия, как называется этот базар? Гранд-базар. Гранд-базар. Это самый большой базар Стамбула? В центре, да, Стамбула. Ага. А что-то не видно, что он большой? А ну да, просто много-много улочек. Шейская минага, Да? хата, Короче, прикиньте, блин, мы вообще-то шли в мечеть.
голубую. Олар увидели, что базар-то ближе, и все. Сразу на обменника гильделя. Кстати, давайте узнаем, сколько стоит вообще доллар. Так, девчонки, давайте говорите, сколько стоит 1 рубль? Ай, 1 лира. 1 рубль. Где-то рубль 98, что ли, вот так даже? О, нифига, сколько денег. Два дали. Ты сколько обменяла? 200. 200. Гранд Базар. Основанный, прикиньте, в 1461 году. Представляете, мы? Слышали, девчонки? Это самый старинный базар Европы. Или мы где? Или мы не в Европе? В Азии. Или нет, мы не в Азии. Блин, где мы? Боже мой, какой ковер. Какая красота, Буфар. Я уже была на этом базаре. Я помню его. Тут что только не продают. Абсолютно все. Здесь, кстати, на этом рынке можно купить настоящие турецкого качества товары. Начиная от ручной работы, заканчивая фабричным качеством. Ты что такое? Турки. Это же турки, да? Смотрите, какие турки. Обалдеть. Турка? Турка. Ага, очень красиво. Вообще красиво. Блин, вон там точно можно разориться. Запросто, доктор. Тут очень много красивых вещей, что денег не хватит. Много денег берите, если вы собираетесь на Гранд Базар. Это просто сказочный магазин. Мечта всех женщин. Посмотрите. Боже мой. Боже мой, боже мой. Это что за красота? О, боже. Это вот капец. Боже. Блин, как домой везти это? Мы находимся на центральной площади Гранд Базара. Прикиньте, тут вообще такое разветвление. Вот, посмотрите, туда уходит дорога. Там тоже очень длинный базарчик, да. Потом сюда уходит. Видите, тут тоже вообще капец, целая линейка базара. Потом уходит сюда, разветвление. И потом уже сюда. Видали? Просто бомбическое место, да? Офигительное бомбическое место. Че, почем платки, девчонки? 300 оптом. 300? Оптовикам 300, так В 400. смысле оптом? 300? Возьмем много. Какая красота! Посмотрите, девчонки! Девочки, а что такие не берете? Хиги вифум или шапай? А? Хиги вифум. Фиги держу? А, лира, то есть. Сколько это? Мангалты. Ну 1600 это не дорого. Блин. Kalın mı? How are you bro? Австралия. Қара. Обалдеть. Қолына ішлеген көк. Машина вес. Қолына сигілген көк. Давай за 1000. За 1000, дай. Maxim Galkin price. Максим Галкин? Кім ол? Ачасы Максим Галкин. Алла Пугачева. Пугачева. Максим Галкин, Алла Пугачеваны білелер. Ты Пугачева, он Галкин. Апама Типа я Пугачева старая, да, а ты Галкин, да? Al gitti, ısrar gitti. Офигеть, бляха-муха. Значит, я бабуля, что ли? 700. Эй, давай 500. Бер ikini alalım, ikini. 700. Мына, еще Yeni Zülfiye birim. ala. Zülfiye abla yeni birim 500. 500. Yeni birim. İki 500. Yeni birim. Metik. Alayım. Ben almadım 500'dan. Давай Yeni 600, birim. 600. 600 pedesel sizge razı olsun. Metik. 600 dirhem. O. Yok 50. 600 lira. 650. Ya 600. Tamam al da ses çıkarmadan 600. onları alacaksın. 600. Tamam sana olur. İki 600. Olur. О, все, болды, рахмат, teşekkür ederim. Бунда даже, прикиньте, финиктің есіне орех таққандар. Представляете? Что только нету, да? Что только не придумают люди. Қайдан да ялып. Обалдеть! Даже мында бар. Вот это шикардосный магазинчик, друзья. И заходишь внутрь, такая тишина. Играет старинная тюркская музыка. Блин, такой магазинчик классный.
такое ощущение, как будто вот ощутилось в каком-то в прошлом веке, да? Такой красивый магазин. Блин, как мне здесь нравится. Таких платков я еще нигде не видела. Какая красота. Это что такое? Боже мой. Боже мой, что только тут нету. Что самое интересное, да, представляете, вот тут шум, гам, да, а вот сюда зашли, такая тишина и спокойствие. Очень красивый. Ниндегина материалдар yok. Аккуратный тыканда. Мына тут бабушкинские платки наши. Обалдеть. О, у моей бабушки все вот цвета вот таких платков, между прочим. Это ваш магазин, да? Магазин. Ваш магазин? Не знаю кто. Лиана купила шляпу, и вот девчонки ее фоткают в своей новой шляпке. Лиана, кстати, сама является хозяйкой бутика модного, который находится в Уфе. Да? Нет, А где? Где? В Большевском районе. В Большевском районе хозяйка Раевское. бутика, село Раевское. Ну-ка расскажи, как ты пришла к этому бизнесу. 15 лет владеет этим магазинчиком. Прикиньте, 15 лет. И вот приобрела шляпку. Тебе шляпками надо торговать там? Смотри, как красиво тебе идет. Офигительно. Вообще такая мадам ты стала. Тебе понравился здесь рынок, нет? Очень. Ну-ка расскажи, как ты пришла к этому бизнесу-то, Лена. Очень любила модную одежду. Ага. Муж предложил, что у меня есть хороший вкус, давай попробуем. Вот и решилась. Да? Да. Только так? Только так. Нифига себе. Вышла Вот замуж, прикиньте. приехала и... Прикиньте, любовь к модной одежде привело к тому, что человек начал бизнес, открыл свой магазин в Большевском районе. Почему ты решилась поехать с нами в тур в Стамбул? Диана, расскажи. Муж посмотрел твои сторис с Ага. Ильей Гулькиным. Утром встали, он мне говорит, я тебе купил тур, ты едешь с Милюша, Ага. башкирской домохозяйкой, в Стамбул. Я была в шоке. Обалдеть, Вот так и смотрите, полетели. какой муж тут стал. Просто не муж, а золото. Прикиньте, вы просыпаетесь, а ваш мужчина говорит вам: дорогая, ты едешь в Стамбул отдыхать. Это же мечта, а не муж, да? Да. Вот это да. Он хотел сделать сюрпризом. Ага. Тихоря хотел купить тур. Да? Она увидела переписку. Случайно нет, он мне утром, когда отправил эту переписку, я тогда только увидела, когда утром он мне уже фото отправил, переписки с тобой, я говорю. И я говорю, блин, ты такой молодец, это что, такое отношение к жене, поддержка. Да, таких мужей редкость, достар. Это очень редкий вид мужчин. Все согласны с программой, да? Согласна, да. Мәсүттің историяны мен сізге видейін. Қазір Мәсүттің историяны оқып алайын дейін қазір. Блин, очки алмаған. Ну тут вообще все легко и просто. Все. Из меня гид мына теген саған. Ну а что? Мына гидқа тратить, знаете, сколько гидқа надо платить? А мне я так расскажу, что любой гидтардан это интереснее будет. Что-нибудь приукрашу, что-нибудь привру. Простите меня, пожалуйста, товарищи турки, если я вдруг немножко вашей истории искажать буду. Ну, я просто заинтересовываю туристов, чтобы они больше к вам шли. Ой. О, Рахмат. Рахмет, Рахмет, Аблам. Эй, Рахмат, Апашка. Рахмет. А где мой? Где мой? Әби? Меня әби тени что ли? Не верьте всему, что будет сказано в этом блоге. Это правда. А Харнейн Ульсаб Танлархаган. Через сито пропускайте. Да, меня вообще нельзя верить, между прочим. Блог построен на юморе, это только юмор. Вот что самое интересное, да, кешем, тотала мне шана. Мен шаяртып едем, улар за правду все это принимают. Блин, а что меня Апашкаға ұқсаған, что ли? Апатысы. Я говорю, не старая, меня бетонерді абла тип кередерсе, блин. Тоталар да меня абла дейді. Неужели я старый выгляжу прямо так? Что ж бетонерді меня абла дейді. Такой вкусный гранатовый сок. Ой, хатар тәмді. Этот, немеке олар, чук гүзәл. Вау, вот чук гүзәл. Afiyet olsun abla. Опять абла инем башы, блин. Нет, чтоб девочка дебеттерге. Бұнда бүтәнелі баларға девочка тип хәбәр қушалар. Меня абла тегерсе, блин. Девочки устали, мы решили проехаться на трамвайчике турецком. Вот. Полный же иняңдың башы. Как мы туда влезем? Еще оплатили 100 рублей проезд, прикиньте. Ну давайте уж 100 рублей. Айда, давайте 100 рублей, Тулягас, надо как-нибудь залезть, девчонки. Заходите, давайте. Давайте, проходим. Можно мы пройдем? У нас трамвай, 2-3 человека сидят, а у них вообще вот битком битый, прикиньте. Сколько надо? 100 рублей 75 стоит. рублей когда по карте, да? Да, По карте? 35 лет даже? Короче, надо карту приобретать, да? Дешевле, если вы приобретете карту. И можете ездить на трамвае, сколько захотите, туда-сюда, пешком можете не ходить. Мы вот очень Даже устали. на пароме эта карточка нужна. Да?
Ты давай пополни свою карту, мы тебя отправим. Какая работа, да? Обалдеть. Такая красота. Вход, оказывается, вообще вот отсюда был достат. Девчонки до сих пор фоткаются. Посмотрите, какая красота! Это офигительно бомбическое энергетическое место. Если будете в Стамбуле, друзья, обязательно посетите вот это голубую мечеть. Вход тем более бесплатный. Эта мечеть построил султан Ахмед I. Почему он построил эту мечеть? Да потому что он слишком много воевал. Понимаете? Он воевал и воевал, воевал. И чтобы замылить свои грехи, да, оправдаться как-то перед Аллахом, он специально построил вот такой масштабный мечеть. Это представьте, сколько у него было грехов, раз он построил вот такую вот мечеть. Прикиньте. У него там еще есть усыпальница. Почти вся семья, и он сам захоронен рядом с этой мечетью. Прикиньте, друзья, это-то оказывается действующая мечеть, а я даже не знала. Вот смотрите, вот туда вот людей не пускают, а там вот люди читают намаз. Вот, на молитву пришли. Туристов туда уже не пускают. Вот именно вот за это ограждение. Невозможно даже представить, как люди могли такое построить абсолютно без техники, без всяких там аппаратуры, да. Как можно было просто обычными там инструментами построить такую масштабную мечеть. А посмотрите, вот какая тут на стенах гравировка, какие рисунки. Это просто мега шикарно. Вот эта вот люстра очень интересная. Это старинная люстра. Она прям посередине мечети установлена. Короче, какими-то там зигзагами идет, да. Вот в одном месте она стоит. Это вот из металла сплетенная и лампочками. Но там, конечно, раньше свечки были. И вот такая же тоже из металла сделанная люстра. Это все люстра, между прочим, тоже сделанная именно в то время. А вот посередине вы посмотрите, какая люстра. Это же вообще капец масштабная люстра. Офигительно прикольненькая, конечно. Везде, короче, вот видите, где как свечки, это все вот люстры. Вот прям над моей головой даже, вот смотрите, это все вот такое сплетение из железа. Это вот такие вот люстры установлены. Не дай бог, конечно, упадет на голову, Аллам Хахтахан. Yeah, open. And outside is AWC. Сына старшего тоже казнил. Можно я тоже послушаю? Чуть-чуть только. Чуть-чуть. Короче, они оплатили, а я послушаю. Старшего сына тоже казнил, потом через 3 месяца сам умер, и султаном стал его средний сын, которого звали Ахмед, а в мечеть султана Ахмеда мы сейчас с вами сегодня как раз таки и попали. Снимать меня не нужно. Получается, Ахмед стал султаном где-то в 10 лет, будучи еще даже не обрезанным. Получается, у него сыновей своих не было, когда он стал султаном, ему было 10 лет. У него был младший брат Мустафа, которого по закону он должен казнить. У него-то сыновей своих никаких нету, получается. Это который мечеть построил, вот это, да? 10 лет было, когда на трон пришел. Это который мечеть построил, и у нас индивидуальная экскурсия. А, индивидуально? Да. Все, я тихо послушаю еще, чуть-чуть только. Что-то мужики разозлились, индивидуальные экскурсии взяли. Хотела послушать, конечно, но они пожалели. Прикиньте, вот этот Ахмед, который построил вот эту мечеть, когда пришел к власти, ему было всего 10 лет. Они вообще, между прочим, приходили к власти и все друг друга убивали. Всех своих братьев сикыр-башка делали. Представляете, ну чтобы не было больше конкурентов.
чтобы они только одними единственными были правителями. Представляете, сколько кровищи было? Конечно, они замаливали потом свои грехи и строили вот такие вот шикардосные мечети. Думали, что типа если построить вот такую шикардосную красоту, то Бог их простит. Такие вот лавки стоят и продают вот каштан, кукурузу. Цена вот 50, что это такое? 50 айгуль не лир. 50 лир, что ли? Это сколько будет нашим деньгам? 100 рублей. 100 рублей. Одна вот такая кукурузинка. А 100 грамм каштана и кукуруза, да? Пожалуйста. Каштаны я пробовала, мне не нравится, кукуруза тоже. Вот прямо даже, смотрите, вот вторые, например, вот здесь они и жарят прямо тут. А вот здесь вот вареное у них, видите, все варится. А вот здесь вот у них каштаны жарятся. Вот такой вот. На солью или без соли? Солью меня, солью. Я вообще обожаю солью. Хорошо, да? Да, хорошо. Все, о, спасибо. О, боже. Я раньше вообще терпеть не могла кукурузу. Ага. Блин, вкусно оказывается, девчонки. Да, попробуйте вот. Давайте каждый кусаните, давайте. На. Минутки. Сначала давай покусайте мои, попробуйте. Все, аккуратно, я бог рекламы. Сразу ринулись всем. Вкусная, да, жареная? Она такая молочная. Ага. Она такая сладкая. Ну, Может, они шикарный воду пошли? может быть. Кто их знает. Ну, очень вкусно. Пошли пока вон туда, на скамейке посидим. А что не хотели брать, блядь? Тут, короче, видите, египетские там что-то какие-то рисунки нарисованы. Видите? Их несколько штук. Кто знает, что это за столб? Эльза, что это за столб? Не знаешь? Яна, ты знаешь, что за столб? Тоже нет. Нет, не знаю. Как не знаешь? Давай, Алия, ты, наверное, знаешь, что за столб? Рассказывай, давай. Это что за столб? А этот Айгуляпай говорил, что их привезли с Египта. Правильно! 5, садись, возьми с полку пирожок. Короче, вот эти 2 штуки столбиков, 2 их или 3, там, я не знаю, их привезли с Египта. Представляете, зачем их привезли? Какие цели они там преследовали, я не знаю. Вот такая вот она, смотрите, внизу, тут тоже вот внизу египетские там какие-то иероглифы. Вот тут какие-то люди нарисованы, видите? Для чего, почему, непонятно. У людей лица размытые. И вот так выглядит она, очень высокая. Единственное, я знаю, что его привезли с Египта. Знак дружбы, может быть. Может, не знаю, может, красиво было, понравилось. Может, поэтому привезли. Кто их знает? Вы случайно не знаете, почему привезли? А, вы по-русски не знаете, да? No. Ага. Это Феодосию, императору одному сделали. И привезли из Египта. Я не уверен, сделали в Египте ее или нет. Я не помню. Да, не помните? В смысле, императору сделали, а привезли в Турцию, что ли? Не поняла. Ну, это раньше Византия была. Понятно. Это вообще-то изначально не туркам везли эту штуку-то. Ну, вот этот вот столбик. Или как там называется это. А везли в Византию. Это же раньше вообще Византийская империя здесь была. Вот, какому-то там императору ее привезли в подарок. Представляете? И вот она с тех пор и стоит здесь. А я думала, вообще туркам привезли. Или турки сами привезли, я думала. Просто им понравилась эта штука. Ну, прикольно, да? Вы вообще представьте, что мы вообще здесь сейчас ходим. Да-то же здесь была вообще Византийская империя. Только я не знаю, кто такие византийцы. Это кто такие, интересно, византийцы? Мы находимся возле дворца самого Ибрагима Паши. Он был великим визирем при султане Сулеймане Великолепного. Поэтому и назвали фильм «Великолепный век». Прикиньте, какой дворец отгрохал, да? И он до сих пор стоит, этот дворец. Прикиньте, Дустар. Это вообще офигеть, да? Сейчас посмотрим, как жил великий визирь. Сколько стоит вообще билет-то пройти сюда? Сколько стоит? Короче, зайти посмотреть дворец великого визиря Ибрагима Паши стоит 1700 рублей. Помните, я вам говорила, что в Турции очень сильно обожают кошек, что они здесь живут как в раю, целыми днями жрут и спят. Вот доказательство этому. Смотрите, вот этот вот жирный котик. Смотрите, он лежит и жрет. Он встать не может, потому что посмотрите, какой он толстый. Видали? Обалдеть, да? Он растолстел. Ты что так растолстел-то, Астафирулла, это надо же, такой огромный кот.
По ходу дела «Великолепный век», друзья, снимали прямо здесь. Потому что я помню вот эти стены, да, в фильме, сериале «Великолепный век». Я еще тогда подумала, думаю, что-то как-то неумело прямо так построили декорации, думаю, как-то некрасиво, из глины, тяп-ляп. А это, оказывается, на самом деле так построено. Представляете? И все сохранилось в хорошем виде. Подъем на второй этаж. Я, кстати, эту лестницу помню по фильму. Даже в фильме была эта лестница. У всех дворцов есть свои площади, друзья. Вот, посмотрите. Вот такая вот площадь этого дворца. Это внутри дворца площадь. Прикиньте. Очень красиво, да? Этот балкон я тоже помню по сериалу «Великолепный век». Прикольно, да? Посмотрите, прямо на площадь выходит этот балкон. Ух ты! Какая красота! Нифига себе! У Ибрагима Паши-то был шикарнейший вид с балкона, да? Обалдеть! В очень красивом месте Ибрагим Паша жил. Знал, где строить домик себе. Но он долго здесь не жил, потому что Достар ему султан Сулейман отрубил бошку, потому что, я не знаю почему, ну и разонравился он ему. Плохо, наверное, начал себя вести, слишком, может, зажрался. Обычно же султанам чуть что не так, что-нибудь не так скажут, сразу кисер башка делают и все. Офигеть! Этому дереву 1000 лет! Я так думаю, но это недостоверная информация. Но мне кажется, этому дереву 1000 лет. Это прямо, прикиньте, внутри дворца вот такая вот площадь. Во всех вот дворцах вот такие вот площади есть. Очень красиво, да? Вот просто не верится, что вот 1000 лет тому назад здесь жил великий визирь Ибрагим Паша. И сейчас здесь хожу я, Миляуша, со своим рюкзачком и со своими морщинками. Это же очень интересно, вы представляете? Это просто невероятные ощущения. Невероятные. Ну вот я просто на самом деле представляю, да, что вот здесь вот ходил сам Ибрагим Паша, что здесь ходил великий султан Сулейман хан Хазрет Лири, что Хюррем Султан сюда приходила к Ибрагиму Паше пить чай, какие-то секреты рассказывать или угрожать к нему, да, и ходила по этим прямо местам, и тут теперь хожу я. Это просто невероятные ощущения, друзья, невероятные. Я, конечно, не знаю, как другие себя ощущают в этот момент, но я именно так вот ощущаю, когда прихожу вот в такие места. Ой, блин, как круто, как круто, как красиво, да, друзья. Это невероятное место, невероятное. Воды нету. Вот такие вот стояли умывальники красивые, и здесь текла вода. Я знаю по сериалу. Они всегда здесь утоляли жажду. Круто. Старинные двери из железа. Офигеть, обожаю такие двери. И смотрите, на полу брусчатка, каменистая брусчатка. И опять-таки вот такие вот арки везде. Смотрите, какой зал шикарный. Обалдеть. О, просто бомбическое место. Как мне нравится. Потолок такой красный. И вот эти вот колонны красного цвета. Это из дерева вырезанное, по ходу дела. Да, неужели это дерево? И это сохранилось до наших времен. Арки, смотрите, какие красивые арки. Короче, из дома Ибрагима Паши сделали музей. С этого тазика и с этого кумгана Ибрагим Паша делал тахарат, мылся, умывался и вот этими полотенцами именно вытирался. Я так думаю. А эти туфельки, прикиньте, посмотрите, какие туфельки. Друзья, это туфельки наложниц Ибрагима Паши. Офигеть, да? Представляете, туфельки-то вообще из железа были сделаны. Из дерева и из железа.
Вообще, на самом деле, Ибрагим Паша был влюблен в Хюррем Султан. Ну, так некоторые говорят. Очень обожал он ее, а хотя в фильме показывают, что типа он ее ненавидел и строил козни. Но нет, говорят, что он любил Хюррем Султан. Не было наложниц? Почему? Потому что Султан Сулейман же выдал замуж свою сестру. Точно. Офигеть! Вы посмотрите, какие огромные ковры. Это, наверное, в залах лежали, огромных дворцах. Вот. Это вообще огроменный. Вон там вот тоже. Офигеть. Это какой-то музей ковров. Может быть, даже это ковры самого Ибрагима Паши. Представляете? Он, оказывается, тоже любил ковры, как я. У нас вкусы с Ибрагимом Пашой совпадают. Я вот тоже люблю вот такие вот красноватые ковры, разноцветные такие. Обожаю. Помнишь историю, которую Рамиль рассказывал про академиков? В общем, приехали в санаторий отдыхать муж с женой, супруг с супругой. И отдыхает, супруга ухаживает за мужем, муж больной, еле ходит, она его поддерживает, провожает на разные процедуры, алкота и опота. И как-то прошелся слух в санатории, что приехал отдыхать академик в санаторий. И узнали, что вот супруги к этому отношения не имеют. А потом как-то смотрит, жена смотрит, наблюдает такую картину, что за его мужем начинает ухаживать какая-то девушка. И она такая тренда, за ним ходит, заигрывает, на свидание приглашает, муж поддается. И она как-то не выдержала и говорит этой девушке: девушка, что вы такого нашли в моем муже? Он же еле ходит, за ним нужен уход. Больной, да, еле-еле ходит, кривой косой. Что вам от него нужно? Она говорит: так он же богатый, он академик. И она говорит: так академик, ты я. Вот притча, запомните, казар. Так что, Альберт Каядову Турмагат, академик-то я. Шикарнейший вид. Вот там вон море, между прочим. Видели, да? Кругом здесь окружено морем. Обалдеть, такой шикардосный вид. Прямо на крыше находится этот ресторан. Маленький бизнес с мужем, грузоперевозками занимаемся. Трактора, работает муж с сыном вместе. Маленький бизнес. Трактора, машины. Да, ну вот втроем работаем, вчетвером. Сейчас второй сын тоже уже подрос. Вот такой. А приехала я, чтобы познакомиться с Милюшей, посмотреть, на самом деле она такая или нет. И что, давай говори честно, на самом деле такая она или нет. Честный отзыв. Давай. Ну, я еще не распробовала, сегодня только сутки, как меня мы собираешься вместе. распробовать. Она собирается меня сегодня ночью распробовать и потом скажет честный отзыв. Нет, она вообще супер энергична, столько энергии, мы уже устали, уже сидим в ресторане. Хәлбетте уже, ул безне ошатырга кертте. А то уже йөрмәйсез ди. Ул инде монда 3 круг ясады инде уже. Уже 3 мәчетне урап чыкты инде уже. Короче, кыздары заказали какие-то интересные блюда. Парагат, это называется мокрые котлеты. Представляете, мокрые котлеты будет Лиана кушать, а я буду кушать, смотрите, мокрые курица. Вот. Эй, ням, баша карага соус, тынисик, размазали меня. Ёпарасота. Это что за соус? Не знаю, странный какой-то, гранатовый что ли. А шоколад очень интересный, да? Я заказала куриные отбивные. Меня бір карпуз салғандар, бір. И кутарганцы какой-то очень интересный салат. Салат теплый. Ты говори, ну что, ладно? А то мне границы курметрана киселева. Да, я иногда думаю, что все нормально, да, веришь, нет. А потом, когда я пересматриваю сторисы, я только тогда начинаю анализировать свое поведение. Вот это вот, знаете, и вот смотрю сторисы, да, и удивляюсь сама себе. Я думаю, бляха-муха, Милюша, зачем ты так сказала? Зачем ты так себя повела? Понимаете, Дотар, вот у меня вот такое бывает. Я когда вот снимаю сторисы, до такой степени ты развязывается, и я не понимаю иногда даже, что говорю. А когда пересматриваю сторисы, я иногда шокирована бываю своим поведением и вот своими словами. Офигеть! Офигеть, Дотар! Это просто бомбический вид! Посмотрите! Видели когда-нибудь такой? Видите, бомбический, магический, волшебный вид!
еще покушайте башкирский мед через Черноморском море. Я не могу. На Средиземноморском море. Средиземном. Обалдеть.